О самых заметных событиях вторника, 25 апреля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Весенний лед обманчив. Админкомиссия совместно с ГИМС и ГИБДД проводит рейды на закрытых ледовых переправах. Какое наказание ждет нарушителей? Сезон клещей. Более 1000 доз платной вакцины от клещевого энцефалита, поступившие в Ленскую центральную больницу, использованы. Ожидается еще одна партия препарата. 6 белорусских автосамосвалов приобрела золотодобывающая компания «Полюс Алдан». Новенькие БелАЗы сейчас в процессе сборки. «Этник. Стратегия в практике». Стартовал всероссийский проект, направленный на укрепление и сохранение межнационального мира и согласия. В Нерюнгри готовятся к летнему отдыху детей. Различными формами летней занятости охватят более 80% детей. По итогам прошлого года Якутия стала лидером в стране по инвестиционной активности. За январь-март этого года в экономику республики привлечено 83 миллиарда рублей инвестиций. Так, по индексу промышленного производства регион занимает 8-е место в стране. Рост промышленного производства за первый квартал текущего года превысил 103%. Якутия также стала лидером по инвестиционной активности в прошлом году. А за январь-март текущего года в экономику республики привлечено 83 миллиарда рублей инвестиций. Глава Якутии Сан Николаев провел прием граждан в общественной приемной президента России. Первой обратилась жительница поселка Владимировка Алена Рахимова. У нее 3 детей, дочка инвалид с детства. Многодетная семья проживает в 4-комнатном доме с газом, но отсутствует благоустройство, воду привозят. На приеме с главой региона многодетная мама рассказала про условия проживания семьи. В этом году их дом внесен в реестр заявок на благоустройство жилых домов. В конце приема Сан Николаев дал поручение администрации города решить проблемный вопрос. Мы живем в село Владимировка. У меня 3 детей. Уже проживаем там очень давно, как получается. Дом у нас 4-квартирный дом. Благоустройства туалета нету. Но сказали, что поставили на контроль. То есть я думаю, что это все получится. Также на приеме к главе через видеосвязь обратились из Горного и Усть-Алданского районов. В поселке Бердигистяк стоит вопрос о газификации квартала многодетных семей. Жительница Усть-Алданского улуса Анастасия Винокурова попросила помочь подключить дом к центральной сети. Отец семьи был мобилизован в прошлом году в октябре и сейчас находится в зоне специальной военной операции. Выслушав вопрос супруги бойца, Сан Николаев дал поручение Министерству ЖКХ и администрации улуса помочь семье подключить дом к центральному отоплению. Особое место в зоне проведения специальной военной операции отведено разведчикам. Наш корреспондент находится в зоне спецоперации и готов рассказать, с какими проблемами сталкивается разведка. Военная разведка – элитные подразделения специального назначения Вооруженных сил России. В зоне специальной военной операции разведка действует во всех направлениях. Задач у бойцов этих подразделений много. Это и разведка местности, и корректировка огня артиллерии и минометов, зачистка занятых районов и многое другое. На сегодняшний день одной из главных проблем для разведчиков остаются вражеские дроны. Работа с вражескими дронами. То есть, во-первых, дроны не такие маленькие, допустим, да, как наши там для корректировки. Это очень большие, огромные машины, которые поднимаются высоко, их не видно, но в любом случае их надо заметить, чтобы как-то себя там либо уже охотиться на них, либо не допустить, чтобы они охотились на тебя. Разведчикам приходится выполнять задачи в самых укрепленных и охраняемых районах, которые контролирует противник. Там небо просто кишит дронами, но и в таких условиях разведка четко выполняет работу. Раз зайдем, отойдем, 2 зайдем. Ну как-то мы нашли окно все-таки, пролезли. Выполнили там задачу, которую, но потом все равно нас заметили, соответственно, и мы стали отступать. И там начала работать артиллерия, миномет противника. И вот где-то был позади меня разрыв, мне прилетел осколок в ногу, но я упал, как сказал, что ребята, я 300, пощупал ногу, что кость целая, сухожилия целые, и мы побежали дальше.
Одним из самых напряженных участков в зоне СВО на сегодняшний день остается Угледарское направление. Буквально пару дней назад оттуда, с самой передовой, приехал наш земляк с позывным «Егерь». Боевые действия, так скажем, ведутся уже не в наступательных масштабах, а откусил кусочек, отвоевал и закрепляешься, стараешься закрепляться и потихонечку. Поэтому продвижение идет не так быстро и плавно, как хотелось бы. Да, это война артиллерии, ствольной артиллерии, реактивной и ПВО. Это да, это действительно так. Штурмовых операций как таковых мало. Стараемся задавить огнем, а потом уже входить и на месте ориентироваться. Как бы ни было сложно, какой бы плотности огонь не вел противник, военная разведка продолжает работать, и можно быть уверенным. Если ребята вышли на задачу, задача будет выполнена. Александр Савренко, Петр Шестаков, Донецкая Народная Республика. Стартовал 6-й этап межведомственной акции «Безопасный лед». Государственная инспекция по маломерным судам совместно с ГИБДД и административной комиссией выявляют нарушителей, выезжающих на лед после закрытия автозимников. В ходе рейдов привлекают нарушителей к административной ответственности, проводят индивидуальные беседы с пассажирами с раздачей листовок. Подробности в сюжете Юрия Осипова. Весенний лед обманчив. Казалось бы, прочная поверхность может обернуться смертельной ловушкой. Весной даже место, по которому повезло спокойно проехать сегодня, завтра может уже провалиться прямо под колесами. По сообщению специалистов, сейчас из-за погодных условий поменялась структура льда и происходит процесс его разрушения. Но несмотря на закрытие зимних переправ, на льду все еще можно увидеть рискующих жизнью водителей. На сегодняшний день выезд на лед опасен. Опасен он тем, что толщина льда во многих местах становится нестабильной, то есть где-то он толстый, где-то он тонкий. Уже в некоторых местах появляется вода, под которой может быть образована полынья, куда можно провалиться транспортному средству, ну или же пешеходу, если движение осуществляется человеком по реке. Чтобы предотвратить возможные трагедии, сотрудники ГИМС совместно с ГИБДД и административной комиссией проводят акцию «Безопасный лед». В ходе рейдов по пресечению несанкционированных выездов авто на лед водных объектов республики межведомственные группы привлекают нарушителей к административной ответственности, проводят индивидуальные беседы с пассажирами с раздачей листовок. С водителями, с пассажирами проводится профилактическая беседа во избежание несчастных случаев. Сейчас на данный момент мы находимся в районе 203-го микрорайона, выход на реку Лена. Но и также у нас несанкционированные выезды, это у нас все те, которые переправы были открыты, на данный момент они сейчас закрыты. И по ним передвигаться запрещено. Это район Деркалаха, это район Хатасы. За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по статье 9.10 КоАП РСЯ с наложением административного штрафа. Для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч, для юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Также межведомственные профилактические группы посещают общеобразовательные учреждения и туристические базы. В ходе профилактических бесед слушателям рассказывают о правилах безопасного поведения на водных объектах, о средствах спасения, телефонах экстренных служб, а также об опасностях на ледовых переправах весной. Юрий Осипов, Павел Пахомов, Якутск. Продолжается откачка талых вод в Якутске. Так техника работает в автодорожном округе. На улице Чернышевского воду откачивают 5 помповых насосов. Также на линии 5 ассенизаторских машин, 2 погрузчика и 3 грузовых самосвала. На территории округа проводят и оттаивание водоотводных лотков. По словам руководителя автодорожного округа, работают в усиленном режиме с утра до ночи в районах ДСК и Залок. На сегодня идет интенсивная оттайка по округу. В общем, за управой привязано на данный момент 12 единиц техники. Это за нами привязали городское предприятие АО «Теплоэнергия». Потом Министерство спорта нам предоставляют технику. Наши подрядчики. В общем, идет вывоз и откачка снега социальных объектов, школы, детсады, да? Вывоз снега. Сегодня мы заканчиваем это дело. Работаем по плану. Уважаемые жители, звоните, пожалуйста, по заявкам в ЕДДС. Прямо в ЕДДС звоните, заявку оставляйте. Мы планомерно их стараемся отрабатывать.
6 белорусских автосамосвалов приобрела золотодобывающая компания «Полюсалдан». Новенькие БелАЗы сейчас в процессе сборки и будут использованы в определенном сегменте производства. На сборочной площадке побывал Руслан Павлов. Автослесари автотранспортного цеха компании «Полюсалдан» заняты сборкой одного из блоков будущего самосвала. Компания приобрела 6 БелАЗов 75-55, которые поступили в разобранном виде. Теперь идет создание многотонных автосамосвалов из отдельных деталей. Как говорят специалисты, БелАЗы – выгодное приобретение по многим причинам. Данный вид техники обслуживается самостоятельно. Техническое обслуживание, ремонты производим своими силами, с слесарским составом. Также по проходимости просвета данной техники просвет намного выше, чем на импортных самосвалах. Тем самым, что на сложных участках дороги намного лучше проходимость и, в принципе, результативность данной вида техники. Выбор машин союзного государства можно назвать как импортозамещением, так и обоюдовыгодной сделкой в части улучшения технических характеристик БелАЗов. Белорусские товарищи приняли во внимание замечания металлургов, которые возникали при эксплуатации предыдущей партии самосвалов, и теперь по ряду узлов и агрегатов машины модернизированы. Наши белорусские товарищи, коллеги отработали многие наши замечания, вот даже в части того же гидравлических тормозов, мостов задних. Они как бы прислушались к нашему мнению и сделали так, как мы это видим и как понимаем. Поэтому и те машины мы уже переделали, скажем так, и вот эти машины мы ожидаем, что очень хорошо пойдут в работу. Первые самосвалы выйдут на линию в начале июня. Они будут задействованы в цехе кучного вычелачивания, где реализуется проект расширения до 5 миллионов тонн руды в год. Та площадка, которую вы много раз видели, с 1,5 миллиона мы уходим на объем к концу 2024 года, начало 2025 до 5 миллионов. И кроме этого готовится площадка, это Южный Куст, это где-то к 26-му, конец 2026 года. Рассчитываем дополнительнейшим методом кучного вычелачивания перерабатывать порядка 12 миллионов. Поэтому объемы, конечно, серьезные, и хорошая работа предстоит. Кроме БелАЗов, с начала года в «Полюсалдан» поступили несколько единиц горной техники. Она уже в карьере, как этот бульдозер. Ну, в этом году мы получили вот бульдозер 375 и также несколько экскаваторов получили. За несколько лет золотодобывающее предприятие не только обновило парк техники практически на 100%, но и значительно нарастило его. Это позволит увеличить объемы производства методом кучного выщелачивания и на Куранарской ЗИВ. Руслан Павлов, Александр Лукин, Сергей Шипачев, Алданский район, поселок Нижний Куранах. Сегодня Международный день ДНК и памяти предков. В Якутии медико-генетическая медицина начала работать в 1989 году. Сегодня генетическое консультирование в Якутске предоставляет высокотехнологичные современные возможности. Подробнее в материале Марферины Алексеевой. Аелана Степанова болеет генетическим заболеванием, при котором нарушается рост человека. Болезнь передалась ей от матери. При этом родные, братья и сестры мамы этим недугом не страдают. Также он не проявился и у родного брата Аеланы. Правильный диагноз девушка узнала уже будучи взрослой. Оказалось, ее долгие годы лечили неправильно. А в 9-летнем возрасте девочка пережила сложную и ненужную операцию. У меня были ноги вообще кривые, как колеса. И моя бабушка в основном переживала и отправила меня мирным на операцию, на Елизарова. Я там 3 года лежала, одна сама. Меня выпрямили ноги, но наоборот как-то по-другому сделали. У меня колени не сгибаются, наоборот хуже стало. Сейчас Аелана многодетная мать. Средний сын здоров, остальные дети проходят лечение в медико-генетическом центре. Недавно генетики ввели новый метод лечения. Он заключается в введении препарата буросамаб путем инъекций, который повышает уровень фосфатов в организме. Уже после первого введения антитела наблюдаются хорошие результаты. И даже Архан на 1 сантиметр вырос. Это уже достижение, потому что он раз в году только на 1 сантиметр вырастает. А за месяц на 1 это уже достижение. Например, менялась погода или просто так. У меня ноги всегда ныли, болели, я к маме всегда приходил. Сейчас пока нет, уже не болит. Как бы уже бегать начал, у меня друзья уже
начинают замечать, типа, говорят, что ты какой-то быстрый стал уже. Генетическая медицина в последнее время развивается большими темпами. Так, в лаборатории центра проводят более 50 диагностик на наследственные заболевания. Второй год мы проводим скрининг беременных всей республики, нашей республики, на 10 рецессивных заболеваний, аутосомно-рецессивных заболеваний. А также проводим диагностику на первичный иммунодефицит и на спинальную мышечную амиотрофию новорожденных с декабря 2022 года. Также популярностью среди пар, планирующих беременностью, пользуется бесплатная диагностика на 10 аутосомно-рецессивных заболеваний. В общем, генетическое консультирование ежегодно проходит около 9 тысяч пациентов. Основная задача центра – выявление, профилактика и лечение врожденной и наследственной патологии. Марферина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. В онкодиспансер поступило 95% оборудования, которое запланировано в рамках нацпроекта здравоохранения. Благодаря переоснащению внедряют новые высокотехнологичные методы лечения. Например, такой как методика эндоскопической, колпачковой резекции слизистой. С ее помощью проводят органосохраняющее оперативное вмешательство с удалением патологического участка. На этих кадрах видно прохождение обследования. У пациента берут анализ опухоли с помощью высокотехнологичного аппарата. Отметим, что нацпроект сыграл большую роль в тотальном перевооружении лечебного диагностического оборудования в онкоцентре. В этом и в следующем году ожидается поступление оборудования для лучевой терапии. В настоящее время данное оборудование позволяет нам диагностировать на ранних сроках онкологическую патологию. Раньше это было затруднено ввиду того, что оборудование не позволяло нам визуализировать мелкие опухоли, какие-то изменения в тканях. На сегодняшний день вот это современное оборудование нам позволяет это делать. Более 1000 доз платной вакцины от клещевого энцефалита, поступившие неделю назад в Ленскую центральную больницу, были использованы. Ожидается еще одна партия препарата. На нее уже выстроилась очередь желающих. Все подробности у Светланы Балеевой. Разлетелась вмиг первая партия вакцины против клещевого энцефалита. Несмотря на то, что препарат стоил немногим более 1000 рублей, желающих привиться было предостаточно. Около прививочного кабинета несколько дней образовывалась очередь. Я прочитала статью о том, что в Ленском районе появился энцефалитный клещ. И мы всей семьей решили привиться. Начинается огородный сезон. Поедем картошку садить, и другие работы садово-огородные. Также мы любим очень ходить в лес за грибами, за ягодами. Поэтому вот решили предостеречься и поставили прививки. 650 доз препарата «Анцивир» было приобретено по линии Минздрава Республики, и 400 доз закупила Ленская ЦРБ. Вакцина состоит из 2 этапов с перерывом 1 месяц, поэтому имеющегося объема хватило на 525 человек. Сегодня пришла очередная партия вакцины, и ее могут получить все желающие. На сегодняшний день у нас есть вакцина для детей на 100 детей, то есть 200 доз вакцины переданы в детское отделение. А на взрослых она поступила в количестве 1400 доз для платной вакцинации населения всем желающим. Мы отправили в деревни, все поселения получили, и в городе у нас до сих пор продолжается вакцинация. Привиться ленчанам можно в любой рабочий день, оплатив препарат в кассе медицинских осмотров. Очень неудобно вот что. В одной поликлинике делают прививку, а оплачивать надо идти в другую поликлинику. Это далеко. Особенно если пешком человек ходит, это очень неудобно. Через год после первичной вакцинации необходимо пройти ревакцинацию одной прививкой. После она необходима каждые 3 года. Также заместитель главного врача отметила, что сегодня в больнице имеется и иммуноглобулин. Мы закупили иммуноглобулин в достаточном количестве, 1200 доз, то есть получается это как экстренная профилактика клещевого энцефалита. Если, например, человека укусил клещ, в течение 72 часов можно поставить иммуноглобулин, то есть это делается в районной поликлинике, в выходные или вечернее время в приемном покое тоже в наличии она есть всегда. В этом году Ленский район вошел в число 4 территорий Якутии, эндемичных клещевому энцефалиту. В прошлом году зарегистрировано 186 укусов клещей. В основном клещи встречаются в районе дач, в парке и в частном секторе. Евгения Федорова добавила, что вакцинация против клещевого энцефалита обязательна, ведь она является профилактикой грозного заболевания, и она просто необходима для каждого. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск.
В День Республики 27 апреля состоится премьерный показ видеопередачи из цикла «Поговорим культурно», посвященного Алексею Кулаковскому и теме сохранения родного языка и культуры. Цикл состоит из 3 видеопередач, главная тема которых основана на письме Алексея Кулаковского якутской интеллигенции, которая по фактическому содержанию, разнообразию и богатству изложенных в нем мыслей представляет собой важный письменный памятник материальной и духовной культуры Якутии и является актуальным и в наши дни. Премьера намечена на 27 апреля в культурном центре «Сергелякские огни». К созданию этого проекта меня подтолкнуло общение с Михаилом Ефимовичем Николаевым, который пригласил меня на научно-практический симпозиум «Алексей Кулаковский. Духовный лидер якутского народа». Вот после этого мы с моей командой написали заявку на президентский грант Фонда культурных инициатив. Было специально снято 14 интервью с потомками Алексея Кулаковского, с экспертами, выдающимися представителями культуры, науки и образования. В Якутии стартовал всероссийский проект «Этник. Стратегия в практике». Проект направлен на укрепление и сохранение межнационального мира и согласия. В течение 3 дней пройдут экспертные сессии, а для лидеров национальных организаций в рамках проекта проведут стажировки. Подробнее в сюжете Лены Андреевой. Дружба народов, сохранение и защита самобытности языков народов России. И это далеко не все, что проводят в рамках всероссийского проекта «Этник. Стратегия в практике». Стажеры и лидеры этнокультурных организаций нашей республики представят свой опыт и примут участие в круглых столах. В рамках деловой программы состоится презентация лучших практик в сфере межнациональных отношений. И сейчас мы познакомимся с ведущим специалистом ресурсного центра. Анастасия, расскажите, пожалуйста, о проекте, об особенностях. Эта стажировка вообще направлена для молодежи. Принимают участие также молодежная ассамблея Республики Саха-Якутия, студенты, активисты и общественники. Они будут принимать опыт. Нам расскажет федеральный эксперт, как подать заявку, как воплотить идею в жизнь. Проект объединил представителей власти, некоммерческих организаций, а также экспертов в сфере межнациональных отношений из Новосибирской, Иркутской областей и Якутии. Наш регион выбран не случайно. Мы не случайно выбрали именно Якутию площадкой для стажировки и для проведения деловой программы. Потому что нас связывают с Якутией очень много лет взаимодействия, сотрудничества и продвижения наших этнокультурных организаций. И здесь есть именно в Якутии уникальный опыт реализации проектов, программ, проведения особенных мероприятий, о которых нужно говорить. Проект уникален тем, что в рамках выездной программы, которая проводится во всех федеральных округах нашей страны, делается ставка на практики, на формирование политических механизмов реализации стратегии государственной и национальной политики, этого самого нашего основополагающего документа. Гости республики презентуют свои проекты и поделятся своим опытом, а также пройдут по следам государевых ямщиков в селе Старая Табага, посетят армянский культурный центр в городе Якутске, Центр народного искусства и примут участие в большом открытом фестивале народных игр. Мы привезли большую кучу проектов своих, у нас большой опыт. Мы привезли, конкретно я привез форму фестивальную, именно площадных мероприятий, как увеличить охваты, как поделиться современными технологиями, как зрителей не просто приобщать, непосредственно в парке, а как их погружать заблаговременно. То есть у нас есть опыт, и мы готовы им поделиться. По итогам проекта «Этник. Стратегия в практике» будут разработаны механизмы реализации стратегий государственной политики и издан сборник методических материалов развития этнокультурного сектора. Лена Андреева, Павел Пахомов, Якутск. В Нерюнгри идет подготовка к летнему отдыху детей. Согласно предварительным данным, различными формами летней занятости будут охвачены более 80% детей, а это более 7,5 тысяч человек. Открытие летнего сезона планируют 5 июня, а завершится оздоровительная кампания 22 августа. Ирина Жданова узнала, чем будут заняты дети во время самых длинных каникул.
Почти 8 тысяч ребят в этом году будут вовлечены в различные формы летнего отдыха. Детские лагеря, социальный проект «Наш двор», выезды за пределы района, а также трудоустройство. Это школьники, студенты, воспитанники Центра помощи детям-сиротам и дети мобилизованных. Более 50 детей, которые являются детьми наших бойцов, находящихся на специальной военной операции, будут отдыхать в этом году в лагере мужества. 14 детей пока изъявили желание, отдыхать в городе Якутске. Весь этот отдых будет для них бесплатным. Ну и, соответственно, остальные дети будут с родителями. Уже организованы и расписаны мероприятия по обучению вожатых и воспитателей. При образовательных учреждениях будут работать 15 лагерей. В летней кампании примут участие 2 спортивные школы. Готовится к открытию нового сезона лагерь мужества. В этом году в первой смене ребята познакомятся с легендами Аланхо, через которые узнают традиции, обычаи, мифологию якутского народа. Вторая смена у нас называется «Медиавызов», которая будет направлена на популяризацию профессии информационно-медийного направления и развитие творческих способностей ребят. В лагере мужества разработан широкий спектр мероприятий различной тематики. Это творческие лаборатории, спортивные турниры, культурная программа. Всего 14 отрядов по 25 человек с учетом открытия нового корпуса. Заявки будут приниматься в электронном виде в первых числах мая. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нирингри. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.